Здравствуйте, дорогие десятиклассники! Я рада нашей новой встрече на телеуроке по русскому языку. Тема нашего урока – выражение пространственных и временных отношений. Сегодня на уроке вы узнаете, как употребляются падежные формы существительных при выражении пространственных и временных отношений. Научитесь определять слова, обозначающие место и время действия, а также сможете рассказать о возможностях человека в различных ситуациях. Но прежде познакомимся с опорными словами. Возможность какая? Физическая, замечательная, интеллектуальная. Жить где? На земле, в воздухе, в воде. А теперь посмотрите на экран. Значение каких слов дается ниже? Мудрый человек, мыслитель, человек большого ума. Мудрец. Специалист по изучению горных пород, их сопоставлению и изучению. Геолог. Ребята, давайте вспомним, что обозначает обстоятельство места и на какие вопросы оно отвечает, а также какие падежи называют обстоятельства места. Обстоятельства места – это второстепенный член предложения, который обозначает место действия, направление и отвечает на вопросы «где», «куда», «откуда». Давайте посмотрим, какие падежи называют место действия. Обратите внимание на таблицу. Где? У дома. Родительный падеж. Около дома. Родительный падеж. Рядом с домом. Творительный падеж. В доме. Предложный падеж. Внутри дома. Родительный падеж. На доме. Предложный падеж. Над домом. Творительный падеж. Под домом. Творительный падеж. За домом. Творительный падеж. Позади дома. Родительный падеж. Напротив дома и из дома. Родительный падеж. Эти примеры показывают, что в русском языке на вопрос «где» часто отвечают различные формы существительных с предлогами. На вопрос «куда» также отвечают разные падежи с существительными. Куда? Идти до дома, около дома, позади дома, впереди дома. Родительный падеж. Идти к дому, ходить по дому. Дательный падеж. Упасть под окно, на окно, за окно. Винительный падеж. Через дом. Винительный падеж. Сидеть рядом с домом, за окном, перед окном, под окном, между домами. Творительный падеж. На вопрос «откуда» отвечает родительный падеж с разными предлогами. Выйти из комнаты, из зала. Отойти от двери, от магазина. Выползти из-под бревна, из-под дерева. Ребята, вы знаете, что предлоги «в» и «на» часто имеют одно значение. Они указывают место, отвечая на вопрос «где», и направление, вопрос «куда». Запомнить правописание данных предлогов вам поможет следующая таблица. Где? На Иссык-Куле, на Кавказе, на Волге, на Черном море, на юге, на востоке. Куда? На Иссык-Куль, на Кавказ, на Волгу, на Черное море, на юг, на восток. Предлагаю вам выполнить следующие упражнения. Вставьте вместо точек нужные предлоги «на» или «в».
Проверьте ответы. Город Ош находится на юге республики, а Нарын – на севере. Река Нарын протекает в Нарынской области, а БЧК – в Чуйской долине. Город Санкт-Петербург стоит на реке Неве. Город Красноярск находится в Сибири, Тбилиси – на Кавказе. Прочитайте текст. Границы возможностей. «Человек рожден, чтобы жить на земле», – сказал мудрец. Человек бросился в воду и научился плавать. Мудрец внес поправку. Человек рожден, чтобы жить на земле и в воде. Но вот мудрец услышал об изобретении аэроплана, поскреб затылок и снова сделал поправку. Человек рожден, чтобы жить на земле, в воде и воздухе. Человек отправился в космос, где нет ни воды, ни воздуха, и начал двигаться в пустоте. Никогда не нужно ограничивать возможности человека. Найдите слова, обозначающие место действия. Определите, какой частью речи они выражены. Проверьте ответы. Человек рожден, чтобы жить где? На земле. Обстоятельства места выражено существительным в предложном падеже. Человек бросился куда? В воду. Обстоятельства места выражено существительным в винительном падеже. И научился плавать. Человек рожден, чтобы жить где? На земле и в воде. Обстоятельства места выражено существительным в предложном падеже. Человек рожден, чтобы жить где? На земле, в воде и воздухе. Обстоятельства места выражены существительными в предложном падеже. Человек отправился куда? В космос. Обстоятельства места выражено существительным в винительном падеже, где нет ни воды, ни воздуха, и начал двигаться где? В пустоте. Обстоятельства места, выраженное существительным в предложном падеже. Ребята, вы узнали о пространственных отношениях. Сейчас мы поговорим о временных отношениях. Обстоятельства времени обозначают время действия и отвечают на вопросы «когда», «с каких пор» и «до каких пор». Поможет вам следующая таблица. Начало, конец, продолжительность действия обычно выражаются так. Время действия. Начало действия выражено вопросом «с каких пор?». Помогают предлоги с чего? Например, с 7 лет, с конца года, с середины лета. Конец действия выражен вопросом «до каких пор?» или «до какого времени?». Используем предлог «до». Например, до 7 лет, до конца зимы, до середины дня. Вопрос «к какому сроку?» Предлог к чему? К 7 годам, к концу года, к тому времени. Продолжительность действия выражена вопросами «с каких пор?», «до каких пор?». Мы используем предлоги «с» и «до». Например, с 7 лет до 10, с зимы до лета. Продолжительность действия выражена вопросом «за сколько времени?», «за какое время?». Используем предлог «за». За час,
за месяц, за все годы, за время учебы. При вопросе «за сколько времени до» мы используем предлоги «за» и «до». За час до обеда, за неделю до экзаменов, за год до окончания. Также продолжительность действия может быть выражена вопросами «на сколько времени?». Нам помогут предлоги «на». Например, на этот месяц, на 5 часов, на 3 суток. Выполните упражнение. Вместо точек поставьте, где нужно, предлоги «на», «за», «после», предлог «с» в значении «со». Проверьте ответы. Поезд опаздывает на 2 минуты. Я дохожу до школы за 10 минут. Мы уезжали на экскурсию после занятий. Рабочий обработал деталь за 3 минуты. Лаборант вышел на 5 минут. Она уехала в командировку с мая. Демонстрация фильма начнется со следующей недели. Ребята, прочитайте текст, отвечая на вопросы после каждой остановки. Надпись на камне. Геологи поднимались в горы. Путь был очень трудный. Отряд прошел много километров. Люди то поднимались в горы, то спускались с гор, то проходили через густой лес, то переходили горные речки. Дорога вела все дальше в узкое ущелье и, наконец, привела к обрыву. Со всех сторон были высокие горы. Дальше идти было некуда. Все очень устали. Люди молча сидели на камнях и думали, что делать дальше. Ответьте на вопросы. Каким был путь геологов? Куда привела дорога? Почему люди не знали, что делать дальше? Как вы думаете, что случится дальше? В отряде был молодой геолог Саша. Он хорошо знал горы и был отличным спортсменом. Саша сказал, что можно пройти через горы. Ему никто не поверил, но Саша полез на гору. Скоро товарищи услышали его голос сверху. «Поднимайтесь сюда, здесь есть надпись на камне. Значит, здесь недавно прошел человек». Все обрадовались. Если человек прошел здесь, то и они смогут выйти из этого места. И люди начали подниматься. Это был трудный и опасный подъем, но закончился он успешно. Ответьте на вопросы. Что вы узнали о Саше? Что смог сделать Саша? Как закончился трудный и опасный подъем? Когда все поднялись, Саша показал надпись на камне. Прошел 15 августа. Это было 5 дней назад. Кто и зачем прошел? Неизвестно. Но все равно все были рады, когда увидели надпись «Высоко в горах». Трудно идти в горы, поэтому, когда видишь след человека, то сразу становится легче.
Ведь первому человеку было еще труднее. Через несколько часов отряд дошел до села. После отдыха за костром стали думать, кто же сделал надпись на камне. Тогда Саша смущенно признался: «Это я сделал надпись. Я думал, что всем тогда будет легче перейти горы». Ответьте на вопросы. Почему все были рады, когда увидели надпись на камне? Почему Саша сделал надпись? О каких возможностях человека говорится в тексте? Ребята, наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке вы узнали, как выражаются пространственные и временные отношения. Также вы узнали о возможностях человека в различных ситуациях. Ответьте на вопросы. Что нового вы узнали на уроке? Чему вы научились? И какие вопросы возникли у вас на уроке? Запишите домашнее задание. Дома вы сможете написать эссе-рассуждение о возможностях человека. Прошу вас приводить примеры из личной жизни. Всего доброго, до новой встречи!